это гостиный двор. Тоже такое огромное здание. Вот я, правда, не знаю, где он находится, но понятно, что туда приезжали разные люди, потому что он так богато оформлен, всякие возвышения на крыше, все так интересно сделано. И когда мы трогаем эти макеты, мы узнаем, как примерно эти достопримечательности выглядят. Надежда Карлова. Увлечение. Чтение, музыка. Диагноз. Тотальная отслойка сетчатки. Девиз. Не позволяй душе отчаяться. Пусть сердце манит высота. Обожает читать книжки. Еще очень-очень любит слушать спектакли, слушать передачи и часто оттуда цитировать. Любит пересказывать монологи Елены Степаненко. У нас смеется весь класс над этими монологами. И Надя, к тому же, очень артистична. Однажды Троекуров решил устроить охоту. И он решил уже в 20-й раз показать им свою псарню. Всем она нравилась, но Дубровский только молчал и хмурился. Троекуров спросил у него: ты почему молчишь, тебе что, моя псарня не нравится? Дубровский сказал то, что нет, псарня хорошая. Только попробуйте вы относиться к своим слугам так же, как и к своим собакам. И потом... А можно мне еще? Пожалуйста, Яна, пожалуйста. У Нади прекрасная память, она запоминает хорошо текст и чувствует музыку слова. И я подумала, а что если нам попробовать с ней выступить? Мой край, возлюбленный навеки, за то, что часто я в пути, как ветер мчусь, теку, как реки. Не осуди меня, прости. Я выступаю в жанре художественное слово не потому, что я начала это делать еще с 6 лет. Да, выступала уже в 6 лет на сцене ГДК. Потом я временно этот жанр забросила после того, как выпустилась из садика. Ну и в 1 классе выступление на 1 сентября. Потом, видимо, обо мне узнали. Дальше выступления на школьных мероприятиях. И в результате таких уровней достигла. Нет, не сумели расстояния разлукой между нами лечь. Все потому, что водопады твои в груди моей гудят. Все потому, что звездопады твои в глазах моих горят. Первый дом – это дом, в котором мы живем с семьей. Второй дом – это сцена, а 3-й – это уже интернат. А мне все время влог. Решение отдать ее в интернат далось очень тяжело, но этому способствовало то, что Надя ходила еще в детский сад. То есть уже в 2 года 3 месяца она пошла в детский сад специализированный «Хрусталик» у нас в городе Стерлитамак. И до 7 лет она посещала этот детский сад. То есть там с ней занимались тифлопедагоги уже, лечение ей там проводили. И, соответственно, уже глядя на это, я поняла, что дома ее оставлять нельзя. Ей нужно дальше развиваться, обучаться, и самое главное, ей нужно общение со своими сверстниками. С нами дома она такого общения бы не получила. Надя, скорее! Ходить одна я не могу, но даже если я уже чисто на трость перейду, то ходить я буду, твердо решила, что буду ходить одна только с собакой-поводырем. Вот это трость. Некоторые путают трость с палкой, ну, есть отличие. Вот, как видите, тут наконечник, чуть не отлетел, вот, такой закругленный. И на трости также есть такая типа ручки, чтобы ее было удобно держать, и резинка. А на палках такого нет.
Также трости, они всегда красятся в белый цвет, чтобы люди знали, то, что белая трость, значит, человек незрячий. У каждой трости имеют разную длину. Каждому человеку подходит своя длина трости. Вот если трость выше человека, вот она мне по подбородок, как видите, то она ему не подходит. Мы здесь на этих уроках пространственной ориентировки учимся пользоваться этими тростями. И есть много разных видов пользования этими тростями, но я могу показать вам один, который называется маятник. Вот, смотрите. Осторожней. Пока только ровная поверхность. Мне кажется, вот то, что вот у нас есть такие специализированные школы, это самое то. Здесь продуман учебный процесс, он растянут на 12 лет. Здесь тифлопедагогика, здесь книжки по Брайлю, здесь коррекционные занятия. Мы выезжаем часто и в театр, и в дельфинарий, и на выставки всевозможные, на те же конкурсы разного ранга. Мне кажется, вот это способствует социальной адаптации ребенка. Я, например, против того, чтобы слепого ребенка держать дома. Такие дети должны учиться коммуницировать друг с другом, а потом ребенок такой выйдет в общество, и как он будет там жить. Башкортостан, наш край родной, Башкортостан, гордимся тобой. Башкортостан, Башкортостан со столицей Уфой. Башкортостан, Башкортостан со столицей Уфой. Незрячие люди, они, так сказать, не просто изучают музыку, они еще с помощью музыкальных звуков познают мир, если так можно выразиться. Музыкальные звуки, они имеют определенные краски, да, и, допустим, какая-то песня там похожа на определенное, вот, с точки зрения вот незрячего человека, да, звуки, допустим, паровоз, звук паровоза, пароход, там, автомобиля. Таким образом, мы ассоциируем, можно сказать. Я в левой руке буду играть, а ты в правой руке. Ага, хорошо. Вот эту мелодию мы с тобой попробуем уже ровно сыграть. Сейчас. 3, 4. Она постепенно, потихонечку так начинает играть, но она включается, очень хорошо влилась. Дальше хуже, он пополз на мою голову. Пополз на мою голову. Он дурачится. Макс. Его зовут Макс, бабу зовут Макс. Когда родителей нет дома, мы устраиваем вечеринки. Покупаем всякие вкусняшки, включаем фильм и смотрим. Иногда включаем музыку. Есть у нас несколько песен, которые нам нравятся обеим. Иногда ходим по магазинам, там еще придумываем какие-нибудь хобби. Вот один раз я придумала свое плетение из лент. Так у нас с Катей мода несколько дневная на эти плетения пошла. Что там снится младенцам? Ну что там снится младенцам? Я участвовала в конкурсе на тему «Как сберечь природу Башкортостана». И меня наградили поощрительным призом, ничего, что место я никакое не заняла. Но это письмо благодарственное очень много значит для меня. Вот тут письмо даже подписано по Брайлю. И там же на конкурсах иногда дарят подарки и грамоты. Она приезжает на выходных и она отдает часть своих подарков мне. Что это он? Рассуждают. Напомни, как плести этот браслет. Хорошо, напомню. Ой. Осторожно. Они родились двойняшки, просто глубокая недоношенность, 29 недель.
И в связи с этим Надя была как бы второй ребенок из двойни, и у нее была недоразвита сетчатка вот именно. Но выписки детей перепутали, и в выписке диагноз «постоянное наблюдение у окулиста» поставили Кате, а не Наде. Соответственно, когда мы с Надей пошли на очередной осмотр в 3 месяца, тогда выявилось, что у нее отслойка сетчатки. Значит, врач нас поставил уже перед фактом, и тут мы начали ездить уже по всем больницам. 3 раза оперировались, и теперь мы ждем момента, когда у нее закончится период взросления, то есть организм перестанет расти, и можно будет поставить искусственный хрусталик, если это будет целесообразно. Я не хочу делать операцию, потому что именно из-за того, что я не вижу, начался у меня такой карьерный рост. Я начала выступать на всяких конкурсах и прочих мероприятиях. И если я начну видеть, то все. Не будет уже ни телевидения, ни выступлений, ни общений с интересными, ни общений с разными людьми. О, здравствуйте. Давно тебя не видно было. О, да. Все перечитала? Да. Все, что не надо, все уберут. Да. Так, я тут... Все, Надя все перечитала. Да, ведь у нас. Да. Надя, вот помнишь, ты смотрела году театра «Волшебный сундучок»? Да, Помнишь, фигурки да, помню. смотрела, да? Пальчиковые театральные куклы. Да, помню. А теперь у нас еще тактильные книги есть новые. «Луна» и «Зухра». Ты ведь ее еще не видела? Нет. Я тебе сейчас покажу. Здорово. Я представляю, что я буду жить в большом доме, со мной будут жить и Катя, и родители. И я буду или выступать на сцене, или стану телеведущей. Или, может быть, и то, и другое. Если буду выступать на сцене, то буду ездить на гастроли там. И если буду телеведущей, то буду каждый день проводить в студии, общаться с разными людьми. То, что у меня будет много денег, я открою свой благотворительный фонд, буду устраивать благотворительные мероприятия.